Сядем и пробуем делать. Сейчас, секунду. Тут батарейка быстро садится, поэтому нужно зарядное устройство. Надеюсь, меня слышно. Если что там, если кто есть, кому не лень, напишите, меня слышно или нет. Потому что не знаю, меня слышно или нет. Вот это интересный момент. Сейчас я подправлю телефон. Так, попрямее поставил. Вроде бы все. Зарядка идет. Вроде бы зарядка идет. Зарядка чтоб шла. Ага, все. Телефон идет. Ну вот. Так, еще раз ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүтүнүгүзгө дуслар салям. ТикТок справа, выше она стоит. Левее стоит у меня YouTube. В Ютубе тоже меня очень давно не было. Сейчас я максимально попытаюсь перекинуть, так сказать, эфир мой, закинуть на свой, так сказать, канал в Телеграме, чтобы люди тоже могли увидеть, присоединиться. Так. И начнем эфир. Ну, сегодня я чуть-чуть только успел увидеть Габбасова, послушать Габбасова. И Габбасов говорил о том, что там языковая тема, как обычно, он заладил 30 лет и так далее. Если будем поднимать насчет этого эфир, начнем давайте с этого, да, чтобы напомнить зрителям, новым зрителям о том, что Башкортостан, и также я включаю Татарстан, когда мы заберем свои земли, исконно наши земли от московского ига, когда мы освободимся и лаверса получим азатлык, мы должны конкретно решить языковую среду. Не 30 лет, как Габбасов говорит, 30-летним моментом о том, что у нас будет сформирован наш язык, это ошибочная тема. Я всегда это говорил и еще раз повторюсь. Давно меня не было, я в своих эфирах, бывает, повторяюсь. Именно о том, что языковая система должна образоваться сразу. Весь русский язык из Башкортостана с Татарстаном должен исчезнуть во всех инстанциях, во всех. Начиная со школы, больнички там и так далее. Где-то оно будет, само собой, останутся какие-то моменты, но они будут совмещены нашим языком. Как они будут его понимать? Они должны будут учить. Вот, допустим, мы находимся сейчас в другой стране. Нам же тоже как бы приходится как-то взаимосвязь ловить, да, ведь с кем-то начинаем мы общение, трение, и, наверное, моментами начинаем учить язык. И также здесь русский мир учит чужой язык. Почему бы они не могли бы выучить башкирский или татарский язык? В чем проблема? Почему у нас как бы оно не учится, а в чужой какой-то стране, в той же, так сказать, стране, допустим, Испании или там Португалии и так далее, учится язык? Почему они его как бы без, так сказать, унижения для своего адреса учат, а наш, понимаешь ли, язык становится унижением для них, что башкирт хам татар могут и без этого обойтись, понимаешь ли, нам они могут пиздеть по-русски. Но такого не должно быть. Поэтому, исходя от этого, мы должны раз и навсегда, не слушая, как говорится, моменты вот эти именно Габбасова, о том, что 30 лет растягивать, мы ничего не будем. Коротко и ясно, язык будет сразу пресечен в тот же день, когда мы зайдем, как говорится, по освобождению, по, так сказать, территориальной нашей целостности Башкортостана и Татарстана. Как получим мы свой паспорт, будущий, иншаллах, свой, так сказать, настоящий, так сказать, ID-карту, паспорт Башкортостана, паспорт гражданина Башкортостана, никакой там РФ не будет. Вот и после этого мы можем конкретно сделать такую, так сказать, скачок вперед о том, что все языковые системы, которые были преобразованы русским миром, должны будут исчезнуть.
И не нужно потом мне писать, там, говорить, что я какой-то нацист, туда-сюда. Нет. Вы сами понимаете, мы именно боремся за то, что нас в данный момент 500 лет унижают по языковым, по, так сказать, этническим, по всяким там узкие глаза, там туды-сюды, по всяким действиям нас унижают. И не нужно говорить, что нас не унижают. И не нужно нам сравнивать манкуртом, особенно это касается, что вы не ущемлены, не надо врать нам. Поэтому, исходя от этого, каждая вот эта военная стратегия Путина показала нам, кто унижен. Унижены мы, потому что мы как мусор идем на войну, как будто бы в кавычках зарабатываем 200 тысяч рублей и типа мы на работе. Это полный абсурдный пиздеж, еще раз говорю, и вы, ну, так сказать, повелись этому какому-то мрачному, так сказать, состоянию, что нужно, вот понимаешь, что украинцев убивать там, мочить надо всех там, пиндосов и так далее. Поэтому мы должны конкретно решить для себя, для чего вообще мы живем. Башкортостан с Татарстаном вообще, для чего вообще он зародился и нахрена вы вообще живете в русском мире? Вот исходя от этого. И самое интересное, хочется вам еще сказать. О, YouTube. В Ютубе 13 человек, в ТикТоке 4. Рахмат. Всем. Туганлар, бір айтасым келя, хазыр вы можете мне сказать, там вы пока, может, кто что знает, мои маленькие ролики смотрите, не смотрите, я не мог вести эфиры. Я в данный момент работаю у ульяновского русского человека. Вот самое интересное. Мы выполняем как бы плиточные работы в данный момент у него дома. Вот я сейчас нахожусь у него дома. Исходя от этого, всегда я вам говорил, что с русскими связываться нельзя. Но есть, оказывается, категория людей русских, которые могут себя вести без нацизма. Без нацизма, именно. Исходя от этого, я понимаю, этот человек сам, так сказать, родом с Ульяновска и какое-то время жил, оказывается, в Татарстане или там где-то там общался обществом, татарским обществом и получил, так сказать, какой-то адап, да, скажем, адап татарского мира. Исходя от этого, у человека сформировалось свое видение, да, так сказать, видение о том, что можно, оказывается, взаимосвязь ловить со всеми, без своего вот этого трения нацизма. Поэтому, исходя от этого, когда люди, понимая это, к тебе идут, так сказать, по-человечески, мы же как бы не хайваны, да, ведь, чтобы идти и их сразу как бы ставить, так сказать, на лопатки или что-то в этом роде. Мы не можем это делать, да, ведь. Но в то же время я от своих слов не отказываюсь, что мы должны замочить Москву. Рано или поздно мы должны уничтожить Москву. Почему? Потому что московское пространство, оно также гнобит их же самих. Просто они сами этого не понимают. Гнобить, гнобение Москвой идет именно не для, ну, как сказать, в первую очередь против нас, а потом против своего бедного народа. Ну, так сказать, которые живут в лаптях. Можно так даже сказать. Почему? Потому что люди из той категории, которые, ну, так сказать, предки которых были в лаптях. Исходя от этого, как бы, может звучит это унижением, но это как бы констатирование, как это говорят, фактов, да? Мы понимаем, что если вот этот контингент людей, который уехал, забил на Путина и сейчас живет где-то за рубежом, и если у них через какое-то время просыпается вот этот империализм, мы, значит, таких людей тоже должны будем ликвидировать. Если у этих людей пофигизм их уезда и не сопровождается, получается, своим, так сказать, помыслом нацизма, и так же, как обычно вот этот навальнисты или там Ходорковский, который сказал, что Чечню они не отпустят, если они тоже живут с этой же в голове стратегией, то нам с ними точно не по пути. Поэтому, Туганлар, бізге
Аңларга кирәк, мин бик грубо всегда выражаюсь, сами понимаете, сейчас пытаюсь фильтровать базар, чтобы меня не заблокировали опять. Выражаясь в том категории, что если в Башкортостане, в Татарстане русские адекватные, которые себя будут вести и останутся, я за эти 4 года пришел к тому, что мы можем с ними как-то вести диалог. Если они признают независимость Башкортостана с Татарстаном. Если у них этого нету, если у них опять-таки это нету, то люки китсенлер Москвеге, Москведе яшасенлер. Без алан тутуп турмыйбыз. Как это, они, как говорится, высылали, получается, крымских татар, чеченцев, ингушей и так далее, всех-всех-всех с Кавказа в Казахстан, мы точно так же должны будем выслать их к чертям собачьим. Почему? Потому что безге онды халық ішінде, ішіміздегі душман керегі yok. Ондайлар барыбір присмыкать етіп яшай алмай. Рано или поздно они вот из присмыкающих появятся те, которые захотят устроить войнушку внутри нашей республики, там, будущей Башкортостана и Татарстана. Поэтому бізге ондай Иван Грозныйлар, так сказать, в тихом омуте не нужны будут. Шунарга бізге оптимально момент такой, я думаю, должен быть. Примерно сравнивая мой, так сказать, Узбекистан, где я родился, да, ведь мы должны понимать, что в Узбекистане, вот я лично сам, вот мне 40 лет, я могу сказать, что у нас там не было такого нацизма, что прям приводило к тому, что люди прям должны были там убить друг друга или там унизить друг друга до, я не знаю, ниже плинтуса. У нас нету такого. Может там в словах бывало там, ой, ты урыс там, или ты син татар, или что-то в этом роде. Это такой, знаете, словесные такие перепалки, которые бывают везде. И это мелочь по сравнению с тем, что узкая община ходила по Башкортостану, по Уфе, орала, что с ними Бог, короче, они русские, а вот в Уфе почему-то, понимаешь ли, живут башкортлар, хан татарлар. Вот это убивает то, что наши промолчали. Почему? Потому что страх того, что их посадят, как Алсынова и так далее, всех других. Поэтому бізге только шет елде қазір ауыз ашырға мүмкінлік бар. Үйде ашып болмайшақ. Шунарға менге бүтін кіші айта, сен қойшан қойтасың, нәрсе эшләп йөрисең анда, әллә нәрсәкәй. Мен туганнар, үзегез беләсез, кайта алмыйм. Минем кайтасым киләдер, бәлкем, эчемдә ничектер туйгы бардыр, но мин кайта алмыйм. Мин кайтасым килсә, мин әллә кайчан кайтырым, әтиемнең туганларның каберенә барырым, бәлкем, теге дуга кылырым, туда-сюда. Ну, кайтып булмый. Меня это в данный момент, ну, категорически нельзя. Поэтому наша задача сейчас, вот мы сейчас туда-сюда блуждаем по Европе, ходим, наверное, выскажусь прямо с начала эфира, наверное, напомню о том, что мы ведь что хотим, да? Хотим создать здесь какое-то башкирское татарское общество, которое будет собирать наших всех тех, которые хотят, как говорится, жить в независимости и хотят снести Москву. Вот это общество у меня все равно есть, оно у меня до сих пор оно, ну, так сказать, сидит во мне, и мы должны это делать. Но к нему идти тяжело. Почему? Потому что это общество у нас здесь в Европе рассыпано. И где собирать непонятно. Мы сами туда-сюда ездим, и исходя от этого, где-то их собирать тоже нужно там жить. А по обстановке работы нам приходится туда-сюда ездить. Шунарга туганлар, максимально, если кто-то захочет такие вещи предпринять, давайте сообща будем это делать, чтобы мы могли там собираться не на Сабантуй, как обычно любят здесь гоблины, эти манкуртские татары, там башкиры, собираться на Сабантуй и плясать там, потом арака эчәргә или там исенә төшерәләр тагын урысларны, менә шулай. Юк, туганлар, безгә нужно именно собирать такой момент, чтобы у нас было уголок чего-то там, что мы должны там вспомнить
что без башкиртлар, без татарлар, или там без казаклар, или узбеклар, или что-то в этом роде, что мы одно единое, и где-то мы можем тоже собраться. А не так, что, как всегда я вам говорил, что татарин или там узбек, или кто-то кого-то друг друга увидят и боятся сказать, что они типа мы вот свои, и чтобы лишь бы у них кто-то не спросил помощи. Понимаете, вот в таком обществе мне приходится, ну, здесь обитать во многом, во многом. Поэтому, исходя от этого, что порой даже шулук, если сравнивать урысларны общество и то доброжелательный үзләренә поддержка ягыннан. Безне халык бер-беренә поддержка ясамый. Исегездә булса, мин недавно, находясь в Нидерландах, там подрался с чеченцем, потом было дело, всякие там иранцы, там вот эта вся дичь вот это происходило. А почему так? А потому что наше общество стало эгоистичное, каждый за себя. И после этого у нас нету никакой поддержки, никакого вот этого объединения. А то, что там помощь, про помощь я даже молчу. Молчу о том, что вся Голландия, там Нидерланды, так сказать, весь Роттердам полон узбеков, от которых толка нету, с которыми тоже я огрызался именно из-за этой почвы, то, что они, получается, единоличники, они только думают о том, лишь бы им заработать или что там на ноги встать, а вот твой земляк должен как бы униженно где-то находиться или там без работы и так далее, и они это как бы приветствуют. Для них это нормально, это норма. Почему? Не знаю. Но я предполагаю из-за того, что узбеков 37 миллионов, им уже стало похрен, как в Африке. Допустим, в Африке, допустим, какой-то там Эритрии 100 миллионов или там 180 миллионов. И им пофиг, они реально не могут друг другу помочь. Может, конечно, у них такого нету, но, по крайней мере, чем больше людей, тем меньше помощи. А если взять в том же в Башкортостане, в Татарстане нас еще меньше. И мы не можем друг друга поддерживать. Это тоже поступок эгоистичного человека, который думает только о себе. Поэтому мы должны сломать эти преграды, так сказать, вот эти дебильные какие-то, так сказать, мысли людей, которые они для себя создали здесь, в Европе, и должны перебороть это и помогать каждому помогать насчет того, что башкортлар һәм татарлар или казаклар, үзбеклар бер-беренә ярдәм бирергә тиешләр. Это в любом положении, тяжело тебе, легко, но ты должен чем-то помочь друг другу. Поэтому, исходя от этого, что я могу сказать? Любой, кто захочет, допустим, вот сидя дома сейчас в Башкортостане, в Татарстане, в Казахстане, хоть где, захочет приехать сюда, да, ведь любая какая-то вам помощь нужна, мы можем помочь вам. Вот от души мы можем помочь вам какими-то моментами, да, ведь там, может, деньгами сразу, да, оговорюсь, может, не можем помочь сразу, но помочь, имеется в виду, вот здесь как-то расположиться, там, что-то себе предпринять, там, подумать, узнать, там, что-то, в любое время можете писать мне, задавать вопросы по работе, там, просто переезд и так далее, мы можем помочь, проблемы нету. В данный момент сейчас мы живем, получается, так получилось на острове. И как бы этот остров мне, честно, вначале вроде бы для прикола он понравился. Но в данный момент он мне не больно нравится. Почему? Потому что он тупиковый. Ну, так сказать, остров, понимаете? Ни туда, ни сюда. И в острове, наверное, нужны какие-то железобетонные нервы, чтобы здесь жить. И плюс, видите, вот я из горы вниз снимаю, да, это получается. Это минимум вот туда, чтобы доехать до этого чертового корабля, это 5 километров надо проехать на автобусе. Но автобусы, конечно, само собой, летят они, едут там 5-10 минут, и там внизу уже. Проблем нету. Но вот ползти обратно, это вообще смертельная высота, короче, да. Ты охренеешь. Ну, мне не понравилось жить на горе, на высоте. Я не знаю, внизу, может, жить можно, если не ходить на гору. Но рано или поздно работа, так сказать, будет подталкивать к тому, чтобы у тебя будет, может, объект наверху, внизу там и так далее. Поэтому кому как, да, мы привыкли жить на равнине, наверное, больше, да, ведь что-то вот эта горная система, что-то мне не нравится. Скучно, потому что. Передай привет, я
Чё? Барну? Понятно. Короче, Дуслав, извиняюсь. Продолжим тогда по новой теме, что там происходит вообще в мире. Зайдем, я давно уже, сами понимаете, не веду, как говорится, эфиры. Что происходит в мире, даже не знаю. Вот 1807 смс-ок, которые я не открывал, оказывается, со времен 14 марта. Сейчас зайдем, как уж всегда я читаю, но порой люблю, порой не люблю. Бесит меня вот этот Куштау-Байрам в Телеграме. Но шунда керебухим, почему? Потому что более, так сказать, менее, так сказать, по нашей теме, по теме Башкортостана с Татарстаном, можно сказать, да, и поэтому как бы читаем оттуда. И посмотрим, что происходит вообще. Ну, начнем вот с этого момента. Путин посмеялся над экономикой Германии и посоветовал немцам повышать зарплаты, а не противостоять России. Германия средняя зарплата 4928, минимальная зарплата 2343, средняя пенсия 1836. Россия средняя зарплата 565, минимальная зарплата 319, это в евро. Средняя пенсия 231 евро. Вот и сравнивайте. Но я не скажу, я вам скажу одну вещь. Не скажу, что средняя зарплата в Германии 4900, это тоже какой-то пиздеж конкретный. Это, ну, нереальная цифра, короче. Ну, трешка, можно сказать. Трешка, да. Но и то, даже если с трешка, средняя зарплата 565 евро в России, ну, все равно выше, само собой. Ну и расходы здесь выше, сами понимаете. Но не скажу, что в Германии выше, чем в какой-то в другой стране. Потому что в Германии все равно есть какой-то баланс того, что ну, вот эти низкие зарплаты или там высокие зарплаты, низкие цены, ну, оно как-то нормально живется там, нормально. Я как бы по старым ценам могу сказать, что там, ну, жизнь, так сказать, ну, стабильная, да, так сказать, стандартная, стабильная. Ты там и в минус не уйдешь, и этот, ну, в плюс, может, зайдешь, в минус точно не уйдешь, тебе государство не даст минус уйти все равно. Поэтому, а вот в России, если ты уйдешь в минус, ты становишься или там алкашом, или бомжом, я не знаю, вот это минус. И в России у вас нету никакой там поддержки, если ты перестаешь работать. А в Германии все-таки есть социальные, так сказать, движения, когда ты, допустим, полгода отработал, и потом ты ломаешься, не можешь работать, и тебе выплачивают там минимум, я сейчас не могу точно сказать, от 1,5 штуки евро в месяц тебе будут платить за то, что там ты недееспособный или там пока не можешь работать. Так что такие защитные, так сказать, подушки в России нету и не было никогда, я не помню. Может, во время СССР было, наверное, что-нибудь, ну, тоже вряд ли. Короче, Рәсәйдә ашамаган тешләми, короче. Ашамаган. Эшләмәгән тешләми. Это эшләсәң, тешнисең. Так, гражданские больницы в России профилируют под участников СВО, поскольку военные госпитали не справляются с потоком раненых, пишет «Новая газета». Европа. Реестр иноагентов в РФ. Короче говоря, тогда еще, зимой еще, помню, читал вам тоже, для СВОшников делают все. Но в деле-то СВОшники даже не могут получить какую-то там медицинскую помощь, даже не могут получить. Это тоже какой-то, ну, так сказать, двойные стандарты. Это кто пишет, непонятно. Это не гарантированная, так сказать, новость. Так. Это вот на 19 мая, получается. Разработчик Батыр Талпар
Разработчик месторождения на хребте Крыктау, русская медная компания, уже сейчас уничтожает природу Бурятии и экологию Байкала. Надзорные органы закрывают глаза на нарушения. Неужели кто-то верит, что в Авдеевском районе будет иначе? Это тоже вопрос уже давно, да, поднятый, уже несколько месяцев, можно сказать, 5 месяцев, может даже больше, про Абзелиловский район, где хотят что-то там начать рыть, бомбить Крыктау и так далее. Туганлар, как всегда я и говорил, и буду говорить, наверное, о том, что это не помощь тому, чтобы, так сказать, забрать озат итеп Башкортстан белән Татарстанны кулга алырга. Крыктауны хоть нәрсә эшләсеннәр, теге Куштау тауында хоть нәрсә эшләсеннәр. Не в этом дело. Я от этих слов не буду отказываться, вот, пока не увижу каких-то действий, наверное. Что от того, что Алсынов там и там 100 человек, грубо говоря, сидят, у нас получается Башкортостан, там подавно Татарстан, не получит независимость. От этого независимости у нас не будет. Независимость будет только тогда, когда у нас будет на руках какое-то, я не знаю, оружие, там, я не знаю, или что-то в этом роде, чтобы мы могли противостоять Мәскәүгә. Мәскәүгә каршы кулыңда бер нәрсә юк, сәнәк тә булмагач, без сәнәк белән даже бара алмыйбыз Мәскәүгә. Если даже украинские дроны, которые сейчас, да, как начали там что-то там долетать до Москвы, они тоже, это, знаете, чисто, так сказать, мимолетные действия, которые не дают, так сказать, вообще даже, не знаю, пользы, наверное. То, что там рушится, то, что там что-то происходит в Москве, это мелочь по сравнению по уничтожению Украины. Поэтому Москва пока живой, Украина будет мертва. Не говоря о том, что Башкортостан с Татарстаном когда-то там в ближайшее время обретут свободу или там независимость. Но это полное какое-то абсурдное действие, ну, во всем абсурдное действие. Исходя от таких мыслей, мы понимаем, что Башкортостан с Татарстаном, да, ведь хоть 1000 раз будет говорить об этом Руслан Айсин, Габасов и так далее, а от этого, от наших слов, оно ничего не изменится. Наши действия должны поднять в вас какой-то стимул духа, я не знаю, движение там, или какое-то, ну, сопротивление, да, хотя бы, что мына безнең сүзләребез бушка теге китмәсен. Безнең уделенное вам время бушка янмасын, да, чтобы вы понимали, что каждое вот это сказанное нами движение слов, оно должно быть в реальности как-то осуществляться какими-то действиями от вас тоже, чтобы мы хотя бы какой-то контингент людей могли, так сказать, со спящего режима вас разбудить тому, что наши действия сейчас или через 100 лет после нас наши будут дети там или правнуки, кто-то будет делать, понимаете? Кроме нас в данный момент никто не делает и не собирается делать и не будет делать. Поэтому сезне вакыт әйме хәзер уянырга. Сіз уянсагыз, бәлкем сезнең балаларыгыз бәлкем берәр качан эшләр булышны. Но без вакытта нәрсәдә булып китү, меня вот дальше больше вот 4 года вот жизни в Европе, я понимаю, что ну вы не то что против Москвы, вы против нас идете. Не то что там вы себя там хотите как-то, ну, так сказать, защитить. Вы против нас идете. Значит, если вы идете против нас, значит, вы стоите на ровном месте и ничего не делаете. Просто тупо уничтожаете нас, так сказать, своими бездействиями. И в то же время не даете нам, получается, создать вот это сопротивление, которое могло бы дать, ну, наше какое-то будущее, ну, хотя бы какой-то, ну, проход, наверное, какой-то, чтобы к независимости, да, какое-то там восстание или как-то так. Гаявата, ва алейкум ассалам.
Братан, какой там? А этот путиносос что, в Китай еще летал? Путин прилетел в Китай, в аэропорту его встретил глава МИД Ван И. Си Цзиньпин встречать Путина не стал, не тот уровень. Понятно. Рафиль Мавлеев, отец мэра Уфы, отказался от иска к бывшей жене на фоне уголовного дела сына. Напомним, Урал в лице соучредителя Мавлиева, старшего, имел судебные претензии к ИП Эльвиры Мавлиевой. Сегодня арбитражный суд Башкортостана прекратил производство по иску. Истец полностью отказался от требований. Вот самое интересное, Уфа мэра, последнее время обсуждения, особенно ВКонтакте, вижу каждый день. Свободу Мавлиеву, свободу Радмиру Мавлиеву, или как-то там этот мэр Уфы, короче, что-то там произошло, ля-ля-ля. Вот меня қызық мына шетте тұрып, меня вот интересно. Сіз ол малайдан нәрсәдір үмітләніп теге көтәсезме? Нәрсә ул эшләгән, эшләмәгәнме, без бит аны белмибез. Но самое прикольное здесь, да, ведь вы, вот народ Башкортостана, топите вы, я не понимаю за что. Вот когда Алсынова, получается, сажали, никакая из вас сволочь не встала. А? Сіз кутақбашлар 1-8 тұрмадыңыз бит Алсынов яғына. Әллә қойлардан кешеләр яздылар. Казахстан язды Алсыновка. Это в поддержку Алсынова. А сіз кутақбашлар ниндидер урлаганмы ул, урламаганмы, блядь. Вообще ул мэр, блядь, безне яклы мэр түгел бит ул, блядь. Безгә кирәк түгел бит ул. Мына ул Күтсебергә кирәкми торган мэр ул. Мына безгә ул вообще ни пешагама кирәк ул. Сез нәрсәгә за него топите? Сез нәрсә онда добиваетесь, оставив мэра этого? Что он вам дал? Уфада кутакта эшләнмәгән, блядь. Салават Юлаевны башы әллә кайда ята, как говорится, бер нәрсәсе юк хәзер. Салават Юлаевны алып ташлаганнар. Нәрсәсен эшләде ул мэр сезгә? Вот сезгә вопрос, мин аптырадым. Видя ВКонтакте столько вот этих геморройных, можно сказать, ваших объявлений, что, ой, вот каждая группа об этом, каждая группа, типа, популярность поднимает ВКонтакте, что ли? Контактны үзе кирәк түгел, контакт үзе, вообще, үзе контакт кирәк түгел безгә. И онда Мавлеев, нахрена нам он нужен? Я этим не согласен. Почему? Потому что Мавлеев это, так сказать, такой же манкурт из той же категории Москвы. И вы ничего не добьетесь от того, что вы его оставите, не оставите. Воровал, поймался, ну и молодец. Воровал, поймался, молодец. В чем проблема? А мы-то что в этом должны что-то делать? Максимальный репост туганлар ясагыз әле нәрсәкә ютубта кеше әз вообще. Ну потом, наверное, посмотрите. Видите, давно не выхожу, и ютуб этот, ну, мало людей. Мне больше ютуб. Я не знаю сейчас вообще в Башкортостане, в Татарстане или вообще в России ютуб можно смотреть или нет. Что там происходит вообще? Напишите в комментариях. Там, потому что все пишут, WhatsApp не работает, Telegram не работает, ничего не работает. Вот это удивляет просто. Дальше опять. Петиция в поддержку мэра Уфы. Вот шунагана сюля биттем битинде. Поданная 2 недели назад собрала лишь 1190 подписей. Для республики с населением в несколько миллионов это очень скромный результат. Ну, освободитель мэра Уфы Мавлеева. 1190. Это пишет Куштау Байрам. Вот, а ВКонтакте не 1190. ВКонтакте людей, наверное, больше, я считаю. Почему? Потому что топка там идет жесткая. Жесткая топка, жесткие комментарии какие-то там. Прям, его прям поддерживают. Я, ну, уж сейчас у меня времени нету, скрины не делаю, ничего не делаю. Можете зайти почитать любой там Башкортостан, Татарстан, Турунда какой-нибудь. Зайдите в любой чат, и там вы увидите это. Там, или там Уфа 24, или Башкортостан 24, или там что-то такое. Вот, везде вот об этом. Но за то, что там за него топят или не топят, я считаю, люди боятся. Даже здесь ставить за него подпись или что-то в этом роде. А вот
исходя от этого, вы понимаете, что даже здесь, если оно, ну, если Куштау-Байрам, так сказать, не врет, мы уж примерно верим этому Куштау-Байраму, 1190 показывает, получается, за него какие-то подписи, то мы понимаем, что это просто, ну, так сказать, самое низкое то, что за него кто-то топил. Почему? Потому что топка за него может именно через подписи мало, а вот словесный, так сказать, топка и вот этот контактные вот эти действия, их больше. Их больше, чем 1190. И это точно, ну, так сказать, можно сравнить это, зайдя в контакт. Шунарға туғандар, что я хочу сказать. Бізге бұл кеше нәрсе десем былай енді, мына Башқұртстанның азатлығы үшін, нәрседір үшін бір нәрсе эшләмәгән. Бізге бұл кеше кирәкми, туғанлар. Нам он вообще, ну, ни к селу, ни к городу. Почему? Потому что он как манкурт для своего образа жизни, он может достоин. Потому что он охуенный манкурт он. В своем образе, вот в нынешнем правительством, Хабировым и так далее, он черт манкурт. Мы за него, так сказать, топить не будем. Исходя от этого, мэр, я как всегда говорил, мэр Уфы, там, президент Уфы, там, или там Башкортостана, или там и так далее, Татарстана, должен вставляться Курултаем или там жиином Башкортостана. Только таким образом. Через Курултай, через вот эти наши собрания, а не так, что с Москвы его поставили. Поэтому бізге бұлар вообще керек түгіл кішілер деп мен өзімнің фикірімді білдіремін сізге. Білмеймін, сіз келісесіз жоқ ма, өзіңіз білесіз. Идем дальше. В редакцию пропагандистов московского комсомольца пришли гости в масках и камуфляже. Они отказались предъявлять документы, угрожали сломать двери и турникеты. В России даже пропагандисты не могут чувствовать себя в безопасности. Похоже, ляпнули что-то лишнее или опубликовали неудачные фото Путина. Россия открыто угрожает Латвии вторжением. Координаты центров принятия решений в Латвии неизвестны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов, а от справедливого возмездия, говорится в заявлении службы внешней разведки РФ. Чекисты заявили, что Латвия якобы координирует вместе с Украиной удары беспилотников по территории РФ. Никаких доказательств этому нет. Ну, об этом сейчас в течение 2-3 месяцев я уже как бы что-то не могу сказать. Путин зайдет там куда-нибудь в Латвию или нет, но где-то здесь, где-то там по Европе что-то такое пока не слышно, что кто-то туда ворвется, зайдет и так далее. Мы об этом не слышали. Может, где-то кто-то что-то, но тут такого не слышно вообще, потому что ближе, может, границы какие-то движения есть там, зайдут, не зайдут, мы об этом, ну, точнее, я даже не могу что-то сказать вам. Потому что на Украину тоже никто не говорил, зайдут туда или нет. Нам никто ничего не докладывает, поэтому в любое время может зайти, если он захочет. В голову моча ударит, он зайдет. Путин в 2018 году сейчас не 1937, никто за слова не посадит. Новость из России 26 года. В колонии Магаданской области организовали отдельный барак для политзаключенных. Там сидят люди, получившие сроки, в том числе за слова. А Путин в 2018 году лечил всех, что типа за слова не сажают. А за что сажают-то? До этого сколько людей уже посадили. И сейчас то же самое происходит. Так что за любой бзик сажают. Сегодня Москва впервые почувствовала, ну это сегодня уже 19 мая пишется, но это было вчера вроде или позавчера,
впервые почувствовала то, что Поволжье и другие регионы ощущают уже давно. Оказавшись под ударами из-за чужой войны, москвичи на этот раз перестали храбриться, началось нытье. Хотя, когда прилетело по Поволжье, они нам рассказывали, что нужно потерпеть, ведь это оправданные неудобства и недопустимые потери. Ну да, а вы же чурки, вы чурки идете же, как говорится, с русским миром воевать против украинцев, и поэтому вы как бы тоже под раздачу должны попадать. А вот теперь попадает по Москве чуть-чуть там, да, и теперь Москва начинает ныть. Но это, знаете как, когда-то в Белгород, когда зашли украинцы и взяли, как говорится, Белгород, пару дней поддержали их, они как они начали ныть? Путин, помоги! Помните эти слова? Женщины или кто-то там, Путин, помоги! Они вот это прям, это же потом пошел мемом, приколом по всему ТикТоку. Путин, помоги. Но стоило угрозе коснуться самой Москвы, и их настроение резко изменилось. Даже соцопросы внезапно показали другую картину. Если раньше во многом, благодаря мнению москвичей, которое подавалось как общероссийское, утверждалось, что жители РФ больше волнует ситуация на имперском фронте, чем ситуация у себя дома, то после сегодняшних событий москвичи резко заинтересовались проходящим у себя дома, и вместе с этим на 180 градусов изменилась вся картина, так называемое всероссийское мнение. На Поволжье гибли люди во время прилетов. У нас повсюду в городах и селах мемориалы людям, погибшим на устроенном Москвой СВО. А к ним прилетело хорошенько один раз, и даже без погибших, как сразу началась плач и требование все прекращать. Но как же я русский, и я иду до конца, моя кровь от отца. Неужели они действительно надеялись, что смогут жертвовать населением регионов сколько угодно, а их самих никогда не заденет эхо их же войны? Mana shu ayberlarni mana нормально mana o'qib chiqqan, eshitgan kishi onglarga tegishib endi boshqirt, татар, чечен, Дагестан и так далее. Понимаете, вы должны тому, что даже вот недавно где-то наткнулся в Инстаграме или где Ахмад Сила даже в Чечне, да, НИСО писала, что начали собирать чеченцев теперь уже на войну. Ну чё, где ваша Ахмад Сила? Вас тоже начали шкребсти. Уже хватит уже, Лапти Аляудин там допизделся, да, так сказать, и до вас дошли. Так что и вас будут, так сказать, блядь, упаковывать. Чеченцев тоже будут упаковывать на войну, потому что вы уже 4 года гаситесь там, по везде там ТикТок войска создаете. Теперь и до вас дошли. Ну как вам такое? Манкурты. Вы же манкурты, которые пляшете под Кадырова. И до вас дойдет, до наших башкиртов и татар тоже не доходит. Ну вот сейчас, может, до вас дойдет, потом нашим дойдет. Ну как-то так, да, понимаете? Поэтому, исходя от этого, русские там, которые сидят в Москве и думают, что до них ничего не дойдет, я думаю, это я уже 3 года пизжу, так сказать, об этом, чтобы туда все летело, а не куда-то там в регионы. Должно лететь внутрь Кремля. Вот где Кремль, туда должно лететь. Мы сами отлично понимаем, что этот черт, путиносос, крот этот, давно уже зашкерился в бункере. Он сидит в бункере, живет в бункере, он там дышит, так сказать, подзорной трубой. Все, он там. Исходя от таких мыслей, мы понимаем, что там долбить только можно чисто для того, чтобы Москва поняла, что бомбы могут долетать до них тоже. А не только до Киева, или там не только до Стерлитамака, до нефтегазооборудованных вот этих наших заводов, или там по бензину, там, или по горючему, или куда-то там. И потом умирают просто обычные, так сказать, ну, так сказать, работники этих мест. Не знаю, меня в ТикТоке видно или нет, какое-то это сообщение закинули непонятное. Туганар, если что, если заблокируют ТикТок, ну, или я там закончу временно, или там перейду на другой ТикТок. Потому что какой-то СМС уже прилетел. Постоянно ТикТок меня китайцы эти дебилоиды блокируют постоянно. Это проплаченные всякие орут. На самом деле не топят за него. Урыслар еще топит за него.
Ну за Мавлиева, да? Мгм. Тут в Ютубе написали. Ну да, за Мавлиева, может, и не топят. Ну, черт его знает. Кыргызстан и состоящие в ОДКБ и Турция, член НАТО, провели совместные военные учения в Эгейском море. Ну, в турецком мире, давайте уж об этом тоже пройдемся. Что происходит, я не знаю. Сейчас пока я без новостей, времени нету слушать и так далее. Ну, как обычно, могу сказать одно. В любом случае, Турция нам не по пути, чтобы уничтожить Москву. Турция сама должна понять, что башкиртам, татарам, там, так сказать, нужна помощь. Если она это не осознает, бегание Кашапова, там еще кого-то там, Айсина, по турецким, так сказать, заведениям, по шаурмишкам смысла нету. Потому что инәлеп, ақша сұрап, қолыңны иепме, нешік анда, биліңні иепме, попрошайничать у Турции, я думаю, это, ну, самоуничтожение, унижение. Поэтому кутак қойырға керек ол түріктерге, сігіліп қатсындар. Яшаған жерінде яшасындар, аузында ашмасындар, күтін қысып отырсындар. Бізге олар, ну, на самом деле, это не братья, нихуя. Они как ушли со своего Алтая в свое время, ну и нахуй пошли. Поэтому бізге олар, білесің, теге, как всегда я напоминаю, 500 ел алдын, 300 ел алдын, 200 ел алдын ярдәм беруге тиешләре. Они уже как бы задолжали своей помощи нам. И могут люди сказать, они нам не должны. Но если они нам не должны, пусть и не вякают, пусть сидят на жопе ровно и нахуй не выебываются. И, как говорится, ихнее построение дружбы с Москвой нас не должно касаться. Поэтому, когда пойдет какой-то разъеб против Москвы, бізге білерге керек бір әйберне, что түріклер білән бізге утырып тышырға керекмей. Утырып тыша тұрған кішілер түгел алар. Потому что они должны сами осознать, в чем их ошибка. А ошибку я вам, так сказать, скажу. В чем? Когда в турецком мире, так сказать, точнее, тюркоязычном мире один какой-то народ попадает под какой-то гнет, другие в этот момент имеют 400 тысяч армию, и тебе не помогает, какого нахрен они тюрки? Какого нахрен они тебе братья? Как обычно, татарки, башкирки любят ездить в Турцию и отдыхать. Ну, это манкурты ездят отдыхать. Я думаю, нормальный человек туда не должен ездить отдыхать. Почему? Потому что вот эта твоя гордость именно должна срабатывать именно здесь. Что 400 мең армия была тұрып, Рәсәйге қарсы тұрып бере алмей, чтобы вытащить башкиртны, татарны из этого гнета. Вот на это я в любом месте буду бороться и предъявлять это этим туркам-пидорасам. Вот конкретно, блядь, в лицо это буду предъявлять. И не нужно потом мне отмазываться, что это же правительство. Да меня не ебет ваше правительство, потому что ваше правительство, которое не подчиняется твоему народу, это то же самое, что мы живем сейчас в рабстве. То же самое. Только ты в рабстве, а мы в чужом рабстве. Мы рабы чужих завоевателей, а ты раб своего же народа. Своего же народа. Поэтому бізге самое главное, мында, нужно раз и навсегда интерпретировать, блядь, постоянно, что түріклер 400 мең армиясы білән бізге ярдәм бермәделәр. Мына 500 жыл ішінде мен көргенім жоқ. А когда Кашапов говорит, что они нам строили школы, блин, в Татарстане, туды-сюды, где они? Где их школы? Где татарский язык в Татарстане? Где башкирский язык в Башкортостане? Где? Где турецкий язык, в конце концов, в Башкортостане, в Татарстане? Я не вижу. Я не увидел нигде. Никакой мой родственник не ходит в татарскую или башкирскую школу. Нету этих школ.
И не надо лечить мне, что они наши союзники. Так. В Госдуме впервые заговорили о том, что СВО пора сворачивать. Депутат Госдумы КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика не выдержит длительное продолжение войны против Украины и скорейшее завершение СВО просто необходимо. Он добавил, что около 40% федерального бюджета сейчас уходит на оборону и безопасность. Это ведет к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных расходов. Депутат также отметил, что после завершения войны страну ждут серьезные расходы на восстановление и адаптацию героев СВО к гражданской жизни. Да эти психопаты будут вас резать, убивать всех подряд. И им ничего не будет. Потому что скажут, ну контуженный. Вот и все. Шунарга, то, что там у вас будет мракобесие и серьезные расходы, это фигня. Бүтін бюджеттан ақша Башқұртстан мен Татарстаннан кеткен бүтін ақшалар. Бүтін біздің ақша шул соғышқа кетіп бара. И сіз өзіңіз шул ақшаны төлейсіз. Өзіңіз шуны құплайсыз. Вы сами даете добро этому, и поэтому вы сами же и виноваты. Почему? Потому что вы, даже услышав нас, подумав, поразмышляв над нашими словами, вы не соглашаетесь с нами. Потому что страх ваш ведет к тому, что вы должны жить просто, как будто бы ни в чем не бывало, лишь бы прожить эту свою странную жизнь. Вы не хотите в независимом Башкортостане, в Татарстане пожить. Шунарга дуслар, самое обидное, мандаблясма, я думаю, здесь, что безде разногласие в том, что вы хотите пожить в манкуртском образе жизни, так сказать, обитая рабами, быть присмыкающими Москве и не вякать против Москвы. А у нас чуть-чуть система в голове по-другому уже развернулась. Потому что мы увидели свободных людей. Вот, допустим, те, которые уехали за границу, мы поняли, что мы за границей свободнее, чем дома. Потому что мы можем говорить и так далее. Базара нет, мы не говорим про эту страну, что-то плохо. Нам потому что эта страна дала, наоборот, так сказать, крышу, да. Мы не говорим про это, но мы можем тоже сказать, если тут какая-то есть несправедливость. Базара нет, но она не дает, как говорится, нам агрессировать против этой страны. Почему? Потому что эта страна нам как бы не должна, по идее, ничего. И то она держит нас здесь, и Аллаха шукр. Исходя от этого, в нашей стране бардак. И этот бардак мы только дистанционно решить не можем. Мы можем только говорить, а дистанционно решаться будет оно там, если надо будет, с оружием в руках. А если вы этого не можете, так сказать, предпринять для себя или там понять для себя, то нам будет очень тяжело обустраивать нашу систему, ну, так сказать, взаимопомощи или там взаимосвязи с другом в дальнейшем. Почему? Потому что нас, таких как мы, да, ведь внутри есть, но их мы не можем посчитать. Вот мы не можем сказать миллион, мы не можем сказать там 500 000. Почему? Потому что мы их в лицо не знаем. Мы их не можем в одну кучу собрать и сказать, вот столько людей за нас топят. А вот если вы поймете это изнутри, и вы сами начнете потихоньку рядом с вами людей призывать, говорить о том, что вот, допустим, Габасов там, или там Кашапов, или я там, или кто-то там начинает говорить о том, что свобода Башкортостана с Татарстаном нужна, и вы примерно хотя бы соглашаетесь с какими-то нашими мыслями, вы уже идете, получается, по нашим стопам. И вы тем самым будете помогать нам распространять наши действия. А таким образом мы больше уже будем осиливать объем нашего народа. Наш народ, если который реально хочет жить в благополучном Башкортостане и в Татарстане, должен осознать, что Мәскеу белән озакка яшәп булмый. Без и то 500 елны биреп куйдык. 500 елны безне ата-бабалар бирде, 500 ел без яшибез, и это уже как бы предел тому, что мы, ну, так сказать, ну, наверное,
5 поколений, ну 6, наверное, да, пусть 6 будет, 6 поколений уничтожились. Просто уничтожились в рабском режиме. В рабском режиме мы прожили свою жизнь, и от этого эсерского рабства мы вышли в российское рабство, и теперь живем, продолжаем мы в этом мире. Но этот мир дал нам осознать, что мы можем, оказывается, и свободно жить, и вот эту свободу нам придется теперь завоевывать. Потому что до этого нас, как говорится, этому не учили. Мы вот пытаемся теперь самих себя поставить на этот путь и вас к этому призвать. И тем самым не умирать я вас призываю, а к тому, что вы должны просто очнуться в данный момент, хотя бы понять, Башкортостан может ли жить, а мы миллион раз вам доказываем, что он может жить свободно без Москвы. Не ходить там на Украину, убивать людей, не ходить в Чечню, убивать людей. Не надо, безге, как говорится, ходить под чужим каким-то бедом и умирать. Потому что ол біздің соғыс түгел. Бізге аңларға керек, что сен башқұрт, сен татар, мен чечен, мен Дагестан, менің өзімнің жерім бар, мен азат кішімін, мен зиндан кішісі түгел, мен азатлықта яшаганмын, азатлықта яшисім келе, шул яшауны нешіктір меня продолжить надо. И оставить это детям. А если вы этого не можете осознать в своей, так сказать, тупой голове, то я не знаю, как можно будет вдолбить подавно вашим детям про это. Потому что это осознание должно идти от семьи. Допустим, вот в моей даже семье, я это 1000 раз вам говорил, семья моя топит за Путина, а я топлю против. Понимаете, какой вот это, так сказать, провал, да, так сказать, в семейных отношениях. И у каждого может быть такое. И поэтому от этого даже мы можем, так сказать, расчленить. Есть те, которые за него, а есть те, которые за независимость Башкортостана. И от всего этого мы можем для себя сделать вывод, что мы можем, оказывается, собрать народ. Мы можем собраться, те адекватные люди, которые хотят жить свободно. А те, которые топят до сих пор за СССР, за Путина, за коммунизм, за ебланизм, вот этого всего, мы можем это просто оставить до тех пор, пока мы не заберем свои земли. А потом, когда мы уже заберем, оларны күтіюк, как говорится, башыюк, олар уже сами по себе согласятся. Каждый наш родственник, туғаныбыз, танышыбыз, көршібіз, әлі қойдағы шахардағы кишілер даже, они просто тупо согласятся, потому что у них не будет выбора другого. Мы скажем, что біздің Башқұртстан, Татарстан азат болды, азат болған жерде яшисің келсе, кел яшәрге. Вот и все. Азатлықта яшауны һәм азат түгілні біз должны дәрәжә белән күрсәтергә. Нинди дәрәжә булачак? Азатлық дәрәжәсе ол болашақ біз үшін, мына менің лично өзім үшін, увидев мир, я понял, что только в свободной стране мы будем раскрепощенными. Только в раскрепощенной стране человек начинает расти. В любом понимании. Вот сегодня как раз был разговор, одному человеку рассказывал про Японию, мои мысли, что Япония, если вы понимаете, живет в очень маленьких условиях. Да, есть на Земле еще маленькие острова и так далее. Вот я в данный момент сам нахожусь на острове. Но Япония, я думаю, живет в очень тесных обстановках и растет. И если психологически размышлять, именно в тесных обстоятельствах люди начинают мыслить по-другому, наверное. И начинают этому как-то, относиться как-то так, что все, монашу, так сказать, квадрат, шу квадраттан мен шыға алмаймын, шу квадраттан мен яшаймын екен, значит, мен шунда нешіктір тірілерге тиішмін, мен шунда яшәрге тиішмін. И получается, у него развитие идет колоссально высокое. И после этого высокого развития у него мышление работает, писец там,
там, ну, наверное, на 1000 оборотов выше, чем наша. А мы в расслабленном таком изи состоянии, такие крепостные, живем в Башкортостане, в Татарстане, в рабстве, в больших территориях, и нет мозгов. Почему? Потому что нам не дает Москва размышлять, как мы хотим. А в Японии нету никакого там захвата, перехвата. Все свои. У них идет развитие в маленьком земельном участке. Поэтому обязательно Уссурийский, Владивосток, Хабаровск, вот эти земли должны будут переведены на японские земли. Под условиями того, что мы у них возьмем оружие, технологии и умы, которые будут находиться в Башкортостане и в Татарстане, развивать наших людей в любом понимании. Может, даже будем, так сказать, делать какие-то действия, если они придут в ислам, развивать точнее их народ, миксуя нашими людьми. Почему? Потому что эта мысль пришла сегодня мне недавно. Почему? Потому что где-то много раз читал, я выставлял всякие видосики, вам тоже, люди приходят в ислам и так далее. Япония умирает, народ Японии уменьшается, может через какое-то время исчезнуть. Чтобы их оставить, нужно их размножать. Не только между собой, а размножать нами, размножаться там башкиртами, татарами, казахами, разницы нету кем, чтобы они максимально передавали свои, так сказать, гены, умы, вот это свое развитие через каких-то других народов тоже, чтобы миксованные семьи, метисы, так называемые, я тоже такой же сам, передавались, и переходило, так сказать, увеличение, и на эти, перейдя на сушу, Уссурийска, Владивостока и Хабаровска, чтобы они развили там свои технологии, свои школы открыли, так сказать, по, ну, так сказать, технике там, ну, вот это то, что у них все процветает, да. И это все перешло потихоньку на нашу землю. Не только внутри этой маленького острова, как я еще раз напомню, как я сейчас нахожусь на острове, чтобы не как, так сказать, сужение, да, а наоборот расширение этих мозгов, чтобы мы воспользовались, пока они живы, ихними трудами, ихними вот этими действиями, что они, так сказать, от Аллаха все-таки все равно, да, ведь они получили этот ум своими стараниями и так далее. А безде на расслабоне мы на чили такие живем рабами, тупыми рабами. Потому что тупость, она как раз-таки выходит на расслабоне. Потому что мы не хотим ничего делать. А в Японии из-за трудных действий, трудных жизненных позиций, они поставили цель, наверное, себе, что мы станем на ноги. Мы станем на ноги, и все. У них была задача встать на ноги, чтобы народ никогда не бедствовал. Вот они это доказали. Шундыхаль Дуслар. Поэтому самое интересное, что в этом и напоминание Японии и наших земель в том, что если так сравнивать, да, ведь они тоже по сути, да, ведь как-то вот схожи, да, ведь азиаты, в то же время, как и мы, башкортлар, с узкими глазами и так далее. Мы по сути ничем не отличаемся от них, по сути. Просто Аллах Та'алям дал им, так сказать, быть японцами, нам башкортами или там татарами или там казахами и так далее. Біздің бір отличиебіз жоқ. Тәнебіз де, жаныбыз да деген кебек бір қарасаң одинаковые. Мы, грубо скажем, как эти американцы или кто там говорят, китайцев, желтыми, да, кто там их обозначал желтыми, мы тоже такие желтые, а узкожопые нас обозначили чурками. Вот, так что вот эти вот чурки, желтые, черные, как они там любят нас обзывать, как говорится, мы должны, как говорится, положить этому концу, московскому игу, конец, чтобы Москва больше вообще никогда, так сказать, рот не открывал против наших земель. Не говоря там о Кавказе, о Чечне и так далее, до Сахалина. Чтобы Москва приобрела свой паспорт,
свой паспорт, московский, я не знаю, свое какое-то единое пространство, узкое пространство, как всегда я говорю, напомню здесь тоже, до Воронежа, потолок до Воронежа будет это московское, так сказать, пространство. Дальше Воронежа это будет все Кавказ. Все будет Кавказ. До Рязани, там, если Эрзя Мокша захотят, и Рязань отберут, будет Эрзя Мокша. Дальше уже будет, само собой, Татарстан и Башкортостан. До морей будет Башкортостан с Татарстаном, это обязательно. И внизу, как кто-то сейчас писал, я сейчас прочитаю этот комментарий, будет сплочение с Казахстаном у нас. Еще раз напоминаю этот момент, чтобы вы не думали, что с Оренбургом или там что-то в этом будет, ну, что-то будет. Оренбурга не будет. Вот просто возьмите себе, так сказать, в голову, что Оренбурга не было никогда, и его и не будет. Поэтому мы никогда не будем говорить, что там Куандыкский коридор и так далее. Про это мы, иншаллах, забудем. Потому что все будет Башкортостан и бах, Казахстан. Вот Башкортостан и Казахстан. И, как всегда я говорю, не будет границ. Не будет, вот как в Европе нет границ внутри Шенгена, так и не будет и там. Не нужны нам колючие проволоки, КПП, чтобы там проверить казаха или башкира. Куда же он идет? Да нам будет пофиг, куда он идет. Идет он по своим делам. Человек живет. Он хочет живет в Казахстане, на территории, на границе прям, так называемой бумажной границы. Или он живет там в Башкортостане, внутри, так сказать, Куандыкского района, да, так сказать, или области, не знаем, как мы его назовем в дальнейшем. Ну, название, так сказать, придумать нетрудно. Но, само собой, русские названия мы максимально уберем и поставим свои названия, которые будут звучать как в прошлом. Звучать они будут таким образом, чтобы Башкортостан сразу как бы отличался от того, что это не русские земли. И в Татарстане то же самое будет. Никакого там коммунистическая улица, Победа, День Победы, вот эта улица не будет. 9 мая, там 8 марта, ничего такого не будет. Нам это ничего не дает и ничего не слышно от этого нам. Поэтому все уличные действия, какие-то названия, там, азык-түлек, допустим, да, там, продукты, вот это тоже будет все на нашем языке. Не будет там ничего такого, там, магазин, там, или какое-то название, напоминающее русское пространство, особенно Москву. Даже порой, знаете, не хочется говорить русских русскими, но в то же время, если помните, эфир Айсина с Кутаевым, двух Русланов, он сказал, уж давай пока пусть побудут русскими, потому что мы же должны как-то против кого-то там восстать. А пока, если мы их сейчас назовем финно-уграми, то не с кем будет воевать. Поэтому, исходя от этого, пока они пусть будут русскими, а потом мы их причислим к финно-уграм и спустим их к своим родам, так сказать, откуда они вылезли. Вылезли вы из финно-угорского ущелья, так сказать, с гор спустились, так сказать, с леса, да, лесные люди вы. И мы вас к этому и подзовем, чтобы вы не забывали свои корни. Мы же свои хотим восстановить, вы тоже должны восстановить свои корни, а не быть русскими, понимаете? Ну, максимально, чтобы нас потом не говорили, когда-то мы, если поедем, допустим, в Америку или куда-то, не говорили, что, русские, что ли? Нет, мы будем башкортами и татарами. Казахи будут казахами, но не русскими. Мы будем, как говорится, в своей национальной почве, в национальном, так сказать, шкуре. Не будет там чеченцы, что, Россия, Ахмад Сила? Нет, не будет этого. Они будут Нохче будут называться, или как они там себя назовут. Но самое главное, они не будут в русском мире. Вот это самая главная проблема в том, чтобы русский человек в данный момент понял о том, что вы на данный момент в течение 500 лет просто, так сказать, своими действиями привели к этому нас. Привели к этому. Мы, может, и этого не делали бы там, не восстали бы к этому. Я бы, может, эти эфиры не открыл бы, я этого ничего не делал бы, может. Но суть в том, что ваши действия, вот с Украиной особенно, это последний поворот ваших действий был вообще, я считаю, после Чечни, вы привели к этому. Привели к тому, что
вы, ну, так сказать, кровушку так попили нашу. Потому что я похоронил своих двоюродных братьев, родственников, можно сказать, да, конкретно, друзей, знакомых, земляков. Вот человек, где-то 5 человек, кого я близко знал, я их, так сказать, ну, лично не хоронил, но похоронили. Похоронили в этой войне, которая вообще она нам не нужна была. И после этого, если вы, получается, топите до сих пор за Путина, ну, я думаю, вы крокодилы конкретные. Уж ругаться не буду, но вы конкретные кровососы. Потому что ваши действия, которые поддержку Путина, рано или поздно за 4 года должны остановиться. Вы должны уже остановиться с 22 года, вот 26 год мы уже половину доходим, 5 месяц, май, и вы должны, я думаю, осознать, что ваши действия рано или поздно должны уже усмириться. Усмириться в том, что русские, так называемые финно-угры, да, должны понять, что не только же татары или там башкортлар умирают в этой войне, или там чеченцы, нахчи, дагестанцы. Ваши же, вот эти финно-угры же тоже поздохли, а? Вы же должны это осознавать. Вот этот момент вас, что, не коробит вас внутри? Вы что, не можете, блин, своего же путинасоса снести? Просто взять и снести его? Почему нам приходится это вам доказывать? Почему нам это нужно бздеть? Почему вы не можете с нами сказать, блин, братан, я с тобой согласен. Давай вместе будем как-то это делать. Совместно. И мы могли бы, может, договорняк какой-то сделать. Но не тот навальнийский договорняк с Ходорковским. Нам евреи не нужны здесь. Понимаете, здесь именно вопрос идет финно-уграм. Ты же не еврей, ты же, как говорится, не из той категории Моисея, который таскал их по всей пустыне, туда-сюда искал им землю. Вы же, как говорится, уже были там. Вы же там вышли, вы же не из этого, с Израиля там прилетели, да, так сказать, приперлись на московские финно-угорские земли. Вы же оттуда вылезли, вы же коренные, так сказать, московские, так сказать, люди. А мы, как говорится, коренные из Башкортостана, я вообще родом из Узбекистана. Мы коренные, как говорится, вот эти, так сказать, азиаты, можно сказать, в общем сложности. Вот эта вся, так сказать, если получается вообще в древность податься, то Атилла, вот это Атилла и вот эти вот саки, или как там называют их правильно, вот это мы. Казахи говорят, это мы, ну вот это мы все. Вот это мы, вот эти земли, так сказать, нашими предками уже было дано нам. По идее, конечно, Аллахом это дано, это наши земли. И в эти земли пришли вы, как вы сейчас на Украине пытаетесь хозяйничать. Понимаете? И, ну, исходя от этого, вы еще рыпаетесь на Европу. Поэтому осознание русского человека, который в данный момент, мы привыкли называть вас, как-то даже язык не поворачивается, на финно-угры, но я всегда, конечно, вас прикалываю так, но русский человек должен понять, что воевать больше 4 лет, это уже, я думаю, вы вампиры какие-то, кровопийцы конкретные. Воевать вот столько, убивая свой народ, плюс убивая соседей, убивая внутренний, так сказать, пока рабский народ наш. Ну, я думаю, у вас, ну, или у вас, я не знаю, воспитание какое-то странное стало, или где-то что-то не туда, поворот не туда у нас идет, понимаете? Поэтому я считаю, что русским в данный момент, вот за 4 года я пытаюсь вам донести, должны понять, что русские должны осознать, что вы не правы. Вы должны принять это. Принять. Я не говорю, что вы прощения просили у украинцев там, или у нас там. Не надо ваше прощение даже, по сути не надо. Почему? Потому что это не вы лично делаете. Это как-то будет даже глупо звучать. А вот путинасоса поставить на колено и там срубить ему головушку было бы идеально. Было бы идеально. Но, по крайней мере, я же вам говорил всегда в эфирах, рубить никого не надо. Нужно будет создать, так сказать, музей,
стеклянный, где будет жить Путин, Лукашенко, потом еще кто там, все вот эти местные обезьяны, Соловей, как там еще, Скобеевы, вот эти всякие. Вот их мы соберем туда, и они там будут жить. Они там будут жить, будут приезжать туристы, мы будем туристические эти открывать, так сказать, путевки, чтобы они посетили музей живого Путина. Ну как, нормальная же тема, да ведь? Бабосиков нарубим, как говорится, зелененьких. И вот я думаю, вот примерно вот эту тактику должен иметь каждый русский человек, если он сам себя уважает. Если ты не кровопийца и не убийца, просто так, да, вот просто так ты пришел в чужой дом и убиваешь людей. Если ты можешь остановить Путина, то ты примерно должен, так сказать, восстать вместе с нами. Восстать вместе с нами против Москвы. Потому что ты тоже живешь на наших землях. Это именно еще касается тех русских, которые живут в Уфе, в Казани, Челябинск, Екатеринбург, вот эти Ульяновск. Все эти наши земли, эти земли мы обкромсаем, заберем себе по истории. Мы эти все земли, так сказать, должны вернуть себе. Мы их не в том смысле там, как говорится, беспочвенно заберем, а именно заберем так сказать, по делам, да, заберем по истории, по бумагам и так далее. Но верхушка, которая к морю идет, да, ведь океан, море, вот эта ненецкая сторона, это заберем безоговорочно вообще. Бумаги ваши не будут действовать никакие. Мы их будем забирать чисто из-за того, чтобы Башкортостан, Татарстан, если Кавказ захочет, Кавказ, Казахстан, Узбекистан, минем туганларам, Таджикистан, Кыргызстан будут иметь в этом пространстве, земля, само собой, будет под Башкортостаном, Татарстаном, иметь свои, вот если вы видите, вот впереди маленький лайнер стоит, это местный лайнер, наверное, не знаю, откуда он приперся, или частный лайнер, примерно, чтобы у нас были порты. Допустим, вот как раз-таки даже прикольно, да, возле океана Атлантического снимать такой видосик, будет как раз-таки разделено, допустим, напротив, вот, допустим, это будет казахский порт. Левее там будет узбекский, справа там будет башкирский порт, татарский порт, там кавказский порт. И вот так мы разделим это северные моря, океаны, я не знаю, что там дальше, вот эта новая земля и так далее отойдет нам. И там мы просто разделим и сделаем свои флотилии, чтобы мы тоже рано или поздно вышли, имея, так сказать, свою армию, свой флот, чтобы соревновались своим мировым сообществом, так сказать, морским сообществом, чтобы у нас тоже уже бизнес-стратегии росли, чтобы не по суше таскали по этому Ипак Йоля, да, это как это шелковый путь. Не по шелковому пути мы таскали товар свой, а по морю, по быстренькому, понимаете? И в то же время, я считаю, если Ингерманландия вам даст кусочек моря вам или там океана, чего-то там наверху Мурманске, если он вам захочет выделить, если он вообще не оставит вас на суше, потому что у вас тоже, по идее, не было воды в Москве, так сказать. Если это все где-то там вы разберетесь и выйдете, ну, по соседству будем, как говорится, иметь флот, проблем нету. Но Ингерманландия будет владеть этими землями. Ингерманландия будет весь Петербург, вот этот, сейчас по карте, не помню, рядом еще земля, где этот, как это, холодно, самый холод вот этот, забыл. Ну, короче, правее, получается, Петербурга, эти земли, забываю всегда это название. Ну, короче, Карелия, что ли, Карелия вроде бы. Ну, вот эти вот земли, все это будет, получается, под Ингерманландией. Там Карелия, если захочет, она будет под Карелией, но явно не будет Москвой. Вот как-то так. Поэтому мы должны примерно вот из такой инстанции исходить, что Башкортостан с Татарстаном разделит
вот эту огромную, так сказать, матушку Россию, разделит пополам, и чтобы через нас проходили любой кипиш через нас, чтобы никто там, ни муха не пролетит через нас, так сказать, да, ведь весь контроль будет у Татарстана и Башкортостана. И, само собой, те соседние страны, которые будут пропускать через нас, и весь контроль погранцы, граница будет вот через нас. Захотите, допустим, торговать с Японией или с Китаем, с Москва, да, захочет что-то там делать, будете проходить через нас. Почему? Потому что мы установим тот старый контроль, который был в прошлом у наших дедов. Потому что весь путь, который мы, ну, так сказать, в будущем хотим проделать, он должен быть, так сказать, равноправным. А когда власть приходит к Москве, как мы видим сейчас 500 лет, в течение 500 лет, она самоуправством занимается. Она не дает никому дышать. А мы не хотим так жить. Мы хотим жить спокойно, по-братски, по-дружески и ни с кем не воевать. Вообще ни с кем. Даже это относится к Китаю. Китай тоже ни в сантиметр даже не зайдет на российские, так сказать, бывшие земли, которые будут находиться под Алтаем, которые будут находиться, Казахстан, само собой, зайдет по своим землям, пройдется, и дальше Монголия с Бурятией разберутся и так далее. И там нигде не будет присутствовать Китай. Пока мы будем жить, Китая там не будет. Вот, по крайней мере, при нашей жизни, если мы это добьемся, до этого дойдем. Шунарга Дуслар, вот примерно территориальная сторона нашей, так сказать, будущего Башкортостана с Татарстаном должна определяться вот таким образом. В Кавказ мы не лезем. Через Кавказ, допустим, мы захотим куда-то ехать, иншаллах, они нас пропустят. Они захотят в нашу сторону действия делать, какие-то работы, да, будет проходить им, допустим, в сторону Якутии. Будут тоже так же проезжать без всяких препятствий, так сказать, без всякого вот этого дебилизма, КПП и так далее. Поэтому вот у нас будет взаимосвязь с теми республиками будущими, которые останутся и образуются внутри бывшей России. Вот только таким образом мы видим, так сказать, Москву. Москва должна это принять и отпустить. Почему? Потому что власть в течение 500 лет, она уже, ну, так сказать, перешла все границы. Вы как бы уже там опупели конкретно, и вы не даете, так сказать, расслабона нашим землям. И когда вы будете говорить, давайте, ладно, мы договоримся, нет, этого не будет. Ладно, договоримся, мы уже не хотим, просто вы сами будете свою кашу, так сказать, из топора кушать, а мы свою, так сказать, бутқа ашибыз, үзебізні бутқаны үзебіз ашибыз, сіз үзебізнікін ашарсыз, бізсіз. Мы вам не нужны, вы нам тоже не нужны. Поэтому нужно красиво, по сути, попрощаться, если во власть туда, в Москву, придут нормальные, адекваты. Не навальнисты и не ходорковские твари, еврейские рожи, а придут нормальные финно-угры, которые конкретно докажет он с 7-10 поколениями, что он финно-угр, никакой еврейской крови там нету, вот приходи, рули. Рули, спокойно живи. Никого не трогай, мы тоже тебя не тронем. Но если уже после этого, так сказать, разлада нами, вы начнете рыпаться, но уже по башке стучать будем не только мы, а я считаю, что и Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, мы до этого времени, само собой, наладим обстановку военную, будем долбить мы вас всех оптом. Оптом мы вас будем долбить, уже не единолично будем долбить. Весь Кавказ отдельно вас будет долбить, весь Кавказ единовременно. И мы, если вы захотите опять с кем-то снюхаться против нас. Вот как-то так. А если вы думаете, что такими ультиматумными действиями мы типа не договоримся, но мы договоримся только одним моментом. Без ультиматумов. Если вы конкретно поймете, что наши земли – это наши исконные наши земли. Ваши земли – это ваши. Мы на ваши земли не претендуем. На ваших землях, кроме торфяников, болота, ничего, ни хрена нету там у вас. Поэтому вам, может, даже придется с нами дружить.
Потому что кормить-то вас чем-то надо будет. Мы же вас на Голодомор не везем, как вы наших, так сказать, людей отправили на Голодомор и создавали Голодомор Башкортостана и так далее. Мы же об этом не будем вспоминать в тот момент. И поэтому, как говорится, мы вас же не дадим, чтобы вы поздыхали там. В Петербург, захваченный немцами, уже мы не будем создавать вам Москву, как говорится, морить не будем же голодом. Вы должны понимать, что только дружеские отношения приведут к дальнейшим каким-то действиям с нами. Как-то так. Вот дальше почитаем еще о чем. Сибиряки просят Китай о помощи, готовы даже учить китайский язык. Вот к чему довели сибиряков. Видите, вот Сибирь, если она к этому идет, то Синьцзинпиню это прям радостно, прям мед по сердцу, можно сказать, да? В Иркутске россияне записали видеообращение к Путину, пожаловавшись на острую нехватку мест в школах. Они попросили власти РФ обратиться к Китаю с запросом о финансировании строительства школы. Mana men sizga onarga xatligini aytdim ekanda totar bilan boshqirt maktabi yo'q dedim. Qo'ydan bo'lsin turk maktabi. Menda не то что o'ris maktabi даже yo'q. O'ris maktabi, morja maktabi yo'q menda. Shunlardan so'ng siz narsa Rossiyadan вообще mana shu правительствоdan olirga o'ylaysiz. Narsa umidlanib kutasiz. Shayton narsa deb kutgan kabi. Narsa kutasiz siz Moskvadan. Moskva o'zini urusini bermaydi даже. Ну, иркутскийni урус deb bo'lmaydi, но урuslar chiqqan bit menda. Я уж не буду включать там 3 минуты, бла-бла-бла. Они попросили власть РФ обратиться к Китаю с запросом о финансировании строительства школы. Видимо, поняли, что быстрее дождешься помощи от Пекина, чем от Москвы. Көрәсезме, нинди издевательство своего же сибирских людей, так сказать, финно-угров, русских финно-угров. И после этого любой вот этот финно-угр, русский, себя считающий русский, ну, предъявите мне что-нибудь. Вот предъявите против вот этого какой-нибудь ультиматум мне. Почему же у вас нету школы в вашей же русской стране? Почему у вас же нету своей же школы, блин, а? Почему вот здесь, допустим, в Португалии в прошлом году жил я с украинцами, у украинцев была своя украинская школа, куда ходят дети учить украинский язык в Португалии. Как можно вот это понимать? Вот понимаете, вот правильным образом, наверное, да ведь? Потому что люди здесь не занимаются каким-то нацизмом и дебилизмом, чтобы не давать своему народу учиться. Ну, получается, значит, лаптоебов вот этих и выращивают, по идее, значит, в России, чтобы вы были тупыми, вы неучими были, чтобы гребли, так сказать, бурлаки на Волге, потому что ваши дедушки, бабушки были бурлаками на Волге. И вот вы дальше должны это действие ввести, нести этот хомут на шее. Вы не должны быть образованными, вы должны быть вот просто тупыми русскими, тупыми там сибиряками, и кто там живет, там, я не знаю, якуты или кто там живет вообще, ханты-мансы, нанси, вот эти, кто там живет. Мы готовы учить китайский язык, говорит она, ну это уже как комментируется, да, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. Активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития, заявили в обращении жители Иркутска. До чего довели народ, да? Учить китайский. Әлемінде біз өзіміздің башқұрт білен татар тілін білмейміз. Кеше уже готов урыс тілін түкіріп, китай тілін ятларға. До чего даже дожили, да? Ну, полнейший абсурдный дебилизм. А жителям Башкортостана, наверное, стоит обратиться к Казахстану, чтобы он помог финансировать нужные республике проекты, как временный вариант, потому что истинная наша цель неизменно свое независимое государство. Деп, кемдер язып қойған мында. Ну, Куштау Байрам пишет. Әйе, бәлкім бізге Qozoqlardan, o'zbeklardan so'rarg'adir. Maktab ochib berasiz deb. Turklar bit, что-то tirishdilar. Ну, yo'q bit turklarning maktabi. А turklarning maktabi bizga Kutsiberga kerakmi? Я не могу вот этого понять тоже. Мысль вот этих кашаповских дебилов. Кашаповы тоже маразматические дебилоиды вообще, эти старики-разбойники, которые пытались в Татарстане сделать турецкие школы. Нахрена турецкая школа в Татарстане, если ты не можешь поставить свое учебное заведение? Үзеңне татар тілі жоқ, түрік тілі была екен мына. Бұл кіші күлгісі бетінде бұл.
Оптрым мы нашим кишлярдан, что не уважать свой язык, блин. Почему русские везде говорят на русском? Почему я на русском сейчас говорю? Почему этот язык везде интерпретируется, говорится? Почему? Почему наш язык не работает? Чунки bizning xalqqa уже ma'nasi borib жетмей. Boshqirt ham totar tilini ma'nasini bilmaylar olar. Narsa so'zlading, men seni anglamadim, ikki so'zni angladim, uchisini anglamadim. Mana shunday hayvonский вариант выходит. Поэтому приходится им говорить на русском. Своим же, нашим. Ой. Вот. Сильный ветер превратил колесо обозрения в Узбекистане в настоящий аттракцион ужасов. Из-за мощных порывов кабинки начали буквально вращаться вокруг своей оси, а сам аттракцион сильно раскачивался. Пользователи шутят, что после таких кадров желание кататься на колесо обозрения резко исчезло. Да, на самом деле этот кошмар я недавно только услышал, но насчет этого я первый раз читаю, что оказывается, вот сейчас я же как бы со своим земляком работаю здесь, он говорит, что бывало так, что в Узбекистане вырубает свет. Вырубит свет, а ты на чертовом колесе, прикиньте, и наверху остаешься. А потом, говорит, через 5-6 часов включает свет, потом ты только можешь спуститься. Но это же полный дебилизм, да? Вот ты сидишь на чертовом колесе, это обозрение, самый üstüne мендең и утсунды. Утсунды да, и сен утрасың üstte кукайып анда ташбаш кебек. Это же тупизм. Вот поэтому я и про Узбекистан тоже всегда же вам говорю, что правительство Узбекистана нужно менять. Их намыло всех надо пустить, а поставить нормальных, адекватных узбеков. Реальных узбеков в Узбекистане, в Таджикистане, пусть таджики будут. Нам не нужны в Узбекистане таджики за рулем. В Казахстане должен быть идеальный казах. Там не нужны нам какие-то манкурты, которые сидят, мозга делают народу. Мына шундыйрак хал боларга тиеш. А башкорт белән татарга вообще инде сүләргә түгел монда. Чечен белән Дагестанда то же самое. Дагестанда вообще урыс утра. Чечняда Ташбаш тоже утра кадыровский, дебил, который продал свой народ. Башкортостанда Хабиров тоже какой-то немытый идиот какой-то. Вот место последнего крупного сражения Салавата Юлаева. Вот наш этот чувак, короче, тут вышел. Халык знает. Национального героя Салавата Юлаева. В конце 1774 года возле деревни Норкино современного Балтачского района произошло последнее крупное сражение Салавата Юлаева с правительственными войсками. Место это поистине уникальное, ведь именно на этих холмах Салават собирал добровольцев перед боями, организовывал штабы и продолжал бороться за права и земли своего народа. Здесь, на полях последнего сражения национального героя, установлена мемориальная доска, но дух истории как будто все еще живет между этими деревьями и колосится северными ветрами на полях. Сегодня, когда уже памятник Салавату Юлаеву продолжает бороться за свое существование, очень важно, чтобы халык знал об этом месте. Координаты в описании. Men bu Kurultayevich bilan сөйләшкәнем бар, но я могу показать вот так, чтобы вы вспомнили, кто такой. Вот этот Kurultayevich, поняли, да? Здесь тоже покажу. Ну вот этот, халык знает. Ну, по приколам его видите, наверное. Мен аның белән сөйләшкәнем бар. Бұл малай нормальный, адекватный чувак. Вот, но человек боится говорить лишнее. Я это по интонации, по приколам его понял. И по приколам его тоже вы можете понять. Народ должен знать, где. Если расчленять каждое предложение его, вы должны понимать, что этот Kurultayevich, ну вот этот, да, так сказать, блогер, можно сказать, да, так называемый, дает знать башкорт белән татарга о том, что мин бар, ул бар, ну имеется в виду от его лица я буду говорить, ул бар, но он не может один против Москвы. И он вам показывает с этой стороны, Башкортостан, там, Татарстан, может тоже, приколами своими он доносит до тупого народа о том, что до вас, до манкуртов, доносит, что Башкортостан, мана шунды булган, теңелә булган, Салават Юлаевка, даже если уже дошло, что Салават Юлаев на бит инде хайкәле чыкмаска да может хәзер с реставрацией, и он вам доносит к тому, что вот
он там сражался. И можно это конкретно интерпретировать тому, что bizga da balkim vaqt kelgandir kurashirga. Bizga da balkim kelgandir vaqt uyanirga, ладно, там, не брать в руки оружие и так далее. А время пришло, что мы должны проснуться, наверное, да, ведь ради того, что наши предки оставили нам эту землю, но мы это не можем забрать себе. Вот этот стыд, вот этот уялу ир кишиga, men думаю, должно отзываться. Аны мына уятырга тиеш һәр бер йөрәкне. Халыкны уятырга тиеш бу интонациялар, которые он доносит. Вот он по видео, там вы можете зайти, посмотреть. Я даже вот прикольнусь, закину себе на Telegram свои каналы. Должны понимать, что вот этот момент того, что где-то было сражение, и в то же время мы там живем и молчим, это уже позор. Позор тому, что без куркак. Шу куркаклык состояниедан bizga шығырға да бәлкім уже вақыт келгендір. Қашанға хәтле біз куркып отырабыз. Понимаете? Если сравнивать даже вот сегодня или где там, просто дам, вспомнил сравнение. Португальцы, да, ведь тоже сражались, оказывается, против всех, если кто-то на них нападал. Сражались даже со своей, так сказать, соседской страной Испании. Они, по сути, друг друга ненавидят. Они были рабами тоже в свое время, ну, так сказать, захвачены были. Потом что-то, и они все равно сражались. Понимаете, мына халық өзінің азатлығы үшін барыбір күрәшіп добились, и вот сейчас существует Португалия, существует остров, существует Мадейра, и ихним союзником была Англия. Прикиньте, союзником была Англия, и исходя от таких, ну, так сказать, мимолетное такое видосик, я увидел это в ТикТоке, да, и дает о том, что мына біздің башқұрт белән татар борон инде, борон, хәзер түгел, нәрсәкәй, за свою землю боролись, безнең ата-бабаларыбыз. А без какие-то, я не знаю, трусы родились, понимаете, поколение трусов, которые не могут пойти там, не то что на джихад, да, ведь не могут пойти просто даже для своего, так сказать, ну, счастья, что ли, хотя бы, да, для своего удобства против Москвы. Мына шул әйбер мені внутри гнобит постоянно. Нәрсәгә без вообще кешегә это аңлатабыз икән, но кешегә, ну, аңлау бара, мен уверен, что им это доходит, они слышат меня, я это в этом убежден даже. Но встать, поднять, так сказать, пятую точку свою они не могут. Почему? Потому что страх больше ихнего вот этого желания. Страх очень мощный в них зацепился, и они не могут это перебороть. И вот это и есть печаль того, что башкорт белән татар йоклап ята. Мы это называем йоклап ята, на самом деле это боязнь нашего народа, боязнь. Вот как-то так. Сейчас я посмотрю комментарии. Здесь кто-то писал, я не могу дойти до комментария сейчас. Если это вообще было комментарии. Айтылдығы Куандекский коридор боланды бұрыншы Башқұртстан жеке шекері алады сосын татар. Ну, мен, конечно, бүтінісін аңламадым, конечно, комментарийны. Басурмандар бардақта киямет күнін қиналып күткен кезде. Қазақтар мыңын өліп мың тіріледі. Қазақтар мың өліп мың тіріледі. Иншаллах. Так. Просто я читаю комментарии в ТикТоке. Главное, білесіңі, туғанлар, самое главное, біз Аллаға шүкір ислам диніне келгенбіз, шул мұсылман болып, бұл теге өзімізді
istalikni shajaralarni mana shajarani ko'tarishga biz unutmasga tiyishmiz. Bizni shajara должен быть как девиz для нас. Mana qaydan kelib chiqqanmiz, kimmiz biz? Mana shu shajara bilan biz гордиться должны. Shajarani biz, nechikdir bilasizmi? Не как вот не превозносить его, как Аллах Та'аламni, само собой, а именно превозносить того, что biz qaydan kelib chiqqanmiz. Mana shuning bilan biz должны гордиться. Мы должны это додалбливать для тех народов, которые не помнят o'zini shajarasini, bilmaylar. Mana har vaqt men tug'anlarga da aytam, shajarani yozdingizmi deyam. O'zbek yog'indan-da, boshqirt yog'indan-da, totar yog'indan-da. И вот где-то есть у нас тоже проколы в каком-то поколении. Почему? Потому что где-то кто-то уже не знает, не помнит, потому что yozilmagan u. Yozilmagan, juvalgan. А u yozilgan bo'lsa da balkim yo'qolgan, uni biz saqlab qola olmaganmiz. Shularga хотя бы nechikdir jidi buunni хотя бы bilirga kerak bizga. Jidi buundan ko'pini bilolmaymiz endi, наверное. Это вообще истерика, наверное, это все узнать, да? Допустим, 14 буунов там или 21 буун. Узнать это очень тяжело. Поэтому jidi buunni хотя бы bizga bilib, jidi buun deganida endi men o'ylayman, bu 700 g'asr tugildi endi. U 700 g'asr deb bo'lmaydi mana. Balkim u 600 g'asrdir. Потому что все-таки kishi 100 yil deb hisoblanmaydi deb o'ylayman. G'asrga biz uni jidi buunni sanay olmaymiz. Shunaqa jidi buunni мы должны где-то делить на 600, какой там, ну да, на 600 или там на 500 лет мы должны делить его, наверное. Ну, имеется в виду, жиды буунна, имеется в виду 7 поколений, мы должны на 500 или 600 лет поделить, а не на 700 лет. Потому что как-то мы ошибемся в годах, в веках, потому что люди веками не могут жить, так сказать, 100 лет не могли жить они. Может, одно поколение прожило, а другое нет. Так, сейчас просто я смотрю, где-то есть что-то, есть комментарий, просто прочитаю. Вот здесь что-то. Если я где-то пропустил, извините, я ляюсь, короче. Kimga söylab jatarsan? Men подписчикларга söylab bitene. Va alaykum assalom. Turi Telengit. Salom beram. Namus Orinbor, ол Qozoqning qalasi. Ishki TikTok настройкасында жаңа тел дұрысташыш. Шыда бауырым шамалы қалды. Башқұртлар міндеті түрде еркіндік olsun. Рахмат, дұрыс айттым. Рахмат. Boshqirdiston bilan Totar, men endi bilasiz bit endi Boshqirdiston bilan Tatariston birlashuvini ozodligini bit endi men kurasham bit endi. Именно birlashuv не то что bir государство bo'lib ketsin, men aytmayman. Aytaman, что boshqirt bilan Totar birga bosirga tegish Moskvaga qarshi. Mana shu deviz bilan men efirlarimni olib boraman вообще по идее. Но этот девиз должен у каждого в сердце быть. У каждого, потому что нас мало может быть, и нам нужно пробудить это во всех, так сказать, поколениях нашего народа, чтобы мы не должны быть уничтожены в чужих войнах, как это происходит 500 лет. 500 лет у нас просто тупо идет уничтожение. Поэтому нам нужно как-то разобраться в этом. Так. Вот теперь чуть-чуть про Казахстан. Что происходит? Казахстан русофобит.
Напоминаем, что в Казахстане за год завели 709 уголовных дел на граждан, завербованных воевать за Россию. Им дают по 5-6 лет колонии. Судам в таких делах все равно, где служил обвиняемый. Они выносят одинаковые приговоры и боевикам ЧВК Вагнера, и тем, кто подписал контракт с Минобороны России. Все они с точки зрения Уголовного кодекса Казахстана совершали преступный умысел по участию в войне. Но мұны bilan келишам, chunki bila turib bizning состояниені Boshqirdiston bilan Tataristonni, что mana bizning xalq o'lib borib endi aymi. O'zbekistonda da men ko'p eshitdim endi, Андижанда даже сколько людей поймали, да, так сказать, вернулись они и поняли, что они воевали, и все, их пытали посадить, потом еле как одного отмазали, последнее какое-то было сообщение, кого-то посадили. Ну, максимально пытаются посадить. Но я считаю, это должно быть именно связано тем, что как профилактическая работа против вот таких манкуртов среди населения Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Помните, я вам даже загружал видосик, где сидят узбеки, ха-ха-хи-хи в ТикТоке и призывают своих же, коркмасин, келясамма, кемисамма, вот так они сидят там, ла-ла-ла, короче, такие на высоких атрибутических тонах общаются, издеваясь то, что типа это не мужики, которые и придут или не пришли, они или там что-то в этом роде, типа трусы типа не воюют, а эти петухи сидят там и подзывают вот этих людей, обычных граждан Узбекистана, воевать, типа зарабатывают деньги на этом. Мен шуларга само собой мен қаршымын, потому что бізге андай узбек боламын, қазақ боламын, бізге ол манкуртлар ни к чему, ни к чему, ни городу, как это, ни к селу, ни городу, да, нахрена нам не нужны они. Почему? Потому что они дают, так сказать, раскол в нашем обществе. Они топят за Москву. И этот раскол нам не нужен. Особенно в Азии. Шоқаттым. Я замерз, туғанлар. Вот если честно сказать, уже ее керек. Здесь дубак на горе, да, понимаете? Вроде бы теплая страна, да, ведь, а мерзнешь, как будто в Сибири я стою. Вот. Тундра. Не то слово. Да. Поэтому будем, наверное, закругляться, туғанлар. И будет время, я выйду, а так можете максимально запись распространять. Башкортостан 2024 в Ютубе. Оно сохранится, сейчас я ему какое-нибудь название дам. Есть что, оно распространяйте, если можете. Потому что в ТикТоке оно не вылезет. Қолағында памятында и шықмай. Шынарға ютубта кіші уже кеткен тоже, потому что ютуб у меня, сами понимаете, в России как закрылся, он перестал фурычить нормально, он не работает. И плюс я не выхожу долгое время. Поэтому я больше сейчас буду, наверное, пока тикток делать. Ну и ютуб также максимально стоит рядом. Вот как-то так. В ютубе просто можно будет распространение делать, а здесь чисто можете, кто любит тикток, сидеть на тиктоке, удобнее там кому. Бәрі алу керек, эркендейк, татарлар, башқұрт болсын, сақа бар, вам надо получить независимость. Они манкурты и все, бить надо их. Шунай там манкурты, в любой нации они есть, и которые русофобы, не русофобы, там суть в том, что бізге мына именно Башкортостанда, Татарстанда нужно разработать такую систему, чтобы наш народ понимал, что живет в рабстве. Вот именно они должны это осознать. Вот только когда это они осознают, я думаю, только тогда они могут шевелиться, как мы. Идти, как мы, по одному течению. А сейчас у них в голове разбор такой, что они живут в прекрасной России, а война это типа путинская, и как бы они должны это перетерпеть, и должны как бы это прожить как-то, блин. И вот таким, ну, узкомыслящими мыслями они интерпретируют свои действия. А бізге ол тура келмей. Чунки истину, да, ведь они не хотят признавать. То, что они рабы, и они это не могут понять. Почему? Потому что рабское мышление у них завоевало уже все, так сказать, кору головного мозга, что, ну, они, ну, так сказать, вам тяжело им это, да, осознавать, что они, так сказать, могут по-другому мыслить. Это
убедить человека очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому, не знаю, нам нужно просто увеличиваться в численности, чтобы убеждать людей нам было с кем-то. Чтобы не только мы одни были там, Габасов там, или там тот же Кашапов там, или я там, или Айсины там, другие там, эти Булаты всякие. Шунарга бізге көбәйерге керек. Поддержка инде, само собой, Казахстандан бізге мощный бара. Это всегда нужно напоминать. Казахстан, Аллаха шүкір, бу дөньяда бар екен. Казахстан бізді поддерживает, и это нельзя забывать, и нельзя не признавать. Признавать это нужно, уметь признавать нужно. Не нужно здесь кичиться, вот это гордость свою, да, врубать. А именно нужно признавать, что весь ТикТок, YouTube у всех поддерживается только казахами. Вот это нужно признавать. Почему? Потому что Казахстан именно в том числе и в своем кругу, так сказать, это, ну, так сказать, разводит, да, так сказать, распространяет. И в то же время он на мировом уровне, он производит, ну, так сказать, вот эти лайки, подписки и так далее, он идет как бы, ну, на высоте. Потому что в казахстанский вот этот лайк, подписка, оно идет на весь ну, мир, распространяется. А Башкортостан и Татарстанда застой. Почему? Потому что они, во-первых, манкурты, во-вторых, у них все заблокировались еще к тому самому. И плюс они боятся распространять это, потому что им прилетит по башке, да, так сказать, посадят и так далее. Шонарга только есть только извне, вот подобие нас, и, само собой, свободный Казахстан может это делать. Где это, альхамдулля, у них еще этот, пусть так и будет всегда, не ущемляется, так сказать, да, правительством, что они могут распространять туда-сюда, это все делать. А у нас, сами понимаете, то нельзя, это нельзя. Вот шулай. Қысы бітірділер біздің бүтін харакат, біздің, ну, харакат біздің нық қысылды. Мына, особенно мына бір-екі ел ішінде действия вообще, ну, сильно сузились, и нам это тяжело, это, ну, мы стараемся говорить все равно, и вот эти вот моменты как раз-таки с Ютуба вы можете выдергивать любой абзац момента, который вы где-нибудь захотите посмотреть с моих каналов, там, габасовских каналов, разницы нету, выдергивать этот абзац и распространять по своим каналам, чтобы нам было легче доводить до людей нашу мысль, которую, ну, так сказать, мы хотим на всякие распространять. Потому что мына мында шет елде біз яшайбыз бит енді, бізге бит енді нешіктір теге өзіміздің үйімізде яшамагач ауыррақ мында какие-то действия делать. Почему? Потому что бізге моментами работать не давали, а теперь вот сейчас, альхамдулилля, какая-то работа появилась, мы хотим поработать, да, чтобы как-то дальше уже балансировать нашу жизнь. А то, что там люди говорят, какие-то там действия в ТикТоке там, или в Ютубе зарабатывают люди, я этой ерундой не занимаюсь. У меня нету этой возможности, во-первых, мои каналы не монетизируются, поэтому я это изначально говорил, меня у Йохтан, меня Окша не интересно. Меня интересно именно распространение. Распространение мне, для меня, для моей души воспринять легче, чем это будет как-то со стороны денег. Потому что больше моих земляков, если об этом узнают, мне это дороже, чем какие-то деньги. Я так считаю. А деньги можно зарабатывать и тут, работая, лишь бы давали работу. Вот и все. Работа будет, ты работаешь, и деньги будут. Шулай. Поэтому максимальный репост для нас самый главный, наверное. Репост и поддержка в каналах, чтобы оно не забывалось, что ли, хотя бы таки кіріп тұрыңыз, туда-сюда, салам вассалам деген кебек. Шулай. Сөйләшіп тұру бізге 1000 мәртәбә лучше. Как у нас говорят, күрешу, не забыл сейчас это выражение, бір күрешу 1000 ел или 100 ел, что-то сравнение, ну такое выражение есть татарское, не знаю, башкирское выражение, чем 100 раз говорить, 1 раз увидеться, что ли, такое выражение есть. Бір күрешу, типа 1000 раз там лучше, чем не увидеться. Вот типа того. Лучше увидеться
чем, как говорится, не видится, да? Вот как-то так. Примерно такое выражение. Не помню это, так сказать, поговорку Дегенкевых. Ну, и сеансов Дуслара, короче, и будем максимально что-то выходить по мере возможности, а так этот Бірлік ол тірлік, алға Башқұртстан. Рахмат, ае. Они манкурты, и все, бить надо. Ну да. И сенсов Казахстанга, да, Башқұртстан, Татарстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Всем салам алейкум. И будем на связи. Будем закрываться, потому что этот тондом. Вообще, шедем дұрысын айтсам, мында салқын жесткий наступил. Днем, короче, здесь потолок может быть 18-21, а ночью до 12 падает, ну, салқынлық. А тау башында вообще салқын. Поэтому вот хочется внизу жить, но пока нет возможности внизу жить, потому что мы здесь временно, мы тут чисто погостить приехали и поработать дегенкевик. И сейчас пока такая обстановка. Если будет какой-то еще у нас работа, побудем здесь, не будет, уедем, ну, к себе дальше, в свой город. Шундыхаль, Дуслар. Поэтому, как говорится, бутоногузга салям из острова Мадейра. Кто-то спрашивал, где ты? Вот скажу в конце эфира. Я живу сейчас на острове Мадейра. Можете погуглить, посмотреть на карте. Находится он в Атлантическом океане. Везде кругом океан. Я первый раз в жизни, я до этого жил в полуострове в Норвегии, а сейчас первый раз прям на острове настоящем, да, как этот, Пятница, Джумовой. Вот я как Джумовой здесь, короче, нахожусь. Интересно, конечно, я думал, конечно, здесь тепло будет, бананы растут везде, все такое, но здесь дубак конкретный, надо этот валенки, короче, телогрейка там, я не знаю, шапка, ушанка. Мына шулай киініп жүру керек мында, салқын түнде, вообще тоңып өлерге можно. Не знаю, почему так. И все говорят, впервые так, впервые. Ну, наверное, думаю, все-таки приехали тут из Башкирии люди, наверное, поэтому холод ударил тут. Вот так вот. А холод такой, знаете, трескучий и, ну, неприятный холод здесь. Влажный, влажность, холод, вот такой, короче. Вроде бы 20 градусов, а как будто чувствуешь, как будто 10. Вот как-то так. Ярар, рахмат, салам алейкум всем, будем закрывать. И сансау. Завершить. Так. Достар, тиктокны яптым. Хазыр зайти надо, короче, домой, потому что я охренел от холода. Ютубны да ятам, ябам. Всем салам алейкум. Уралга да салям, короче. Бүтүнүгүзгө исенсов, будем на связи. Распространяйте максимально. Рахмат. Ябам мына да.